Кайрат Светаевич, это формат блиц-вопросов. Я задаю в основном короткие вопросы, вы отвечаете коротко или не обязательно коротко, на ваше усмотрение. Хорошо. У вас два совершенно разных образования, физкультурное и юридическое. На кого посоветуете учиться современной молодежи? Сейчас поменялось понятие образования, наверное, больше на инженеров. Какой фильм максимально точно описывает 90-е годы? Бумер, наверное. Наверное. Не знаю. Быть футболистом или нефтяником? Тем и тем. Чем футбол лучше бокса? Это вообще разные виды спорта. Почему фастфуд круче высокой кухни? Потому что путаются понятия фастфуда. Фастфуд – это стритфуд. А если вы хотите это приравнять к АМ, это сбалансированное питание. У вас есть тренерское образование, физкультурное. Рискнули бы назначить самого себя тренером Кайрата? Никогда. Вы занимаетесь паралимпийцами. Да. За какой олимпийский вид спорта вы бы взялись? Ну, я сейчас стал президентом блайнд-футбола, именно Федерации блайнд-футбола. Так как, мы сами на базе футбольного клуба «Кайрат» сделали эту команду. И для того, чтобы участвовать в международных турнирах и получить право участвовать на Олимпиаде, нужна федерация и проведение чемпионата Казахстана, чтобы мы могли проходить все стадии отбора для того, чтобы получить лицензию. Я не знаю, какой вид спорта я себе взял бы, потому что они все виды спорта очень интересные, совершенно разные. Потому что когда ты находишься на Паралимпиаде, ты знакомишься, как вообще спортсмены и какие виды спорта есть. Честно говоря, мне все нравятся. Я не знаю, потому что в каждом есть сила воли, сила стремления к победе, преодоление таких вот личных препятствий, поэтому там как-то отделять их сложно. Они все очень интересны, и на самом деле они открывают возможности человека. То есть мы понимаем, что какие-то нечеловеческие силы позволяют достигать больших результатов. Лучший футболист, которого Кайрат не смог подписать? Дзюба. Вайс или Шпилевский? Оба. Сколько минут женского футбола вы посмотрели в своей жизни? Много. Даже не знаю, сколько. Много. Когда женский футбол догонит по популярности мужской? Уже догнал. Назовите спортсмена, чьей стойкости духа вы поразились. Из мировых, наверное, это Пеле и Мухаммед Али. А из наших это, наверное, Зульфия Габидуллина и, наверное, Дастан, который у нас вот сейчас на Паралимпиаде взял бронзу в метании ядра. Сколько денег вам достаточно для комфортной жизни? Их немного, достаточно. Как долго вы продержались бы в родном селе Амангельды, если бы вернулись туда прямо сейчас? Всю свою жизнь, оставшуюся жизнь. Вас часто сравнивают с Галицким. А с кем вы сравнили себя сами? Я сам по себе, мне тяжело себя с кем-то сравнивать. Худшее место, в котором вы побывали? Нет таких мест. Выберите, Кайрат берет Лигу чемпионов или Казахстан побеждает на Евро? Казахстан побеждает на Евро. Чем гордитесь больше, чемпионством Кайрата или медалями паралимпийцев? И тем, и тем. Медали паралимпийцев это разные вообще. Вот как раз это тот предыдущий вопрос, что касается Казахстана и касается клубной. То есть это локальная история, а это, конечно, в международном масштабе это всегда интереснее. Не интереснее, это более лучше, потому что представляется страна, и это всегда гордость за свою страну. Когда вам было стыдно за казахстанский футбол? Мне не было стыдно за казахстанский футбол. Али Алиев приходил к нам недавно и удивил ведущих, да и всю нашу команду своей идеей. Он предложил для улучшения нашего футбола найти пару десятков самых перспективных футболистов по всей стране и оказать им полное медицинское и фармакологическое сопровождение, чтобы вывести их на максимально возможный уровень. Какой вы видите неочевидный способ повысить уровень нашего футбола? Потому что Али Алиев предложил, это не работает. Нам необходимо иметь больше матчей, больше международных матчей. Если вам запретят владеть Кайратом, какой клуб купите? Я не собираюсь другой клуб покупать. Назовите лучшего руководителя футбольного клуба в Казахстане не из числа тех, кто работал или работает в Кайрате. Нет таких, наверное, пока.
Какого казахстанского футболиста вы бы хотели взять в Кайрат, несмотря ни на что? На данном этапе. Или Самородов, или Чесноков. Играть своими или из года в год становиться чемпионами страны? Какие у вас вопросы? И это как его шоу, да? Вам отвечать как шоу или отвечать как... Как считаете, нужно? Тогда есть же такое Евроньюз, и там есть такое no comment, знаешь? Окей. Какой хайлайт с участием Кайрата вы будете пересматривать в старости? Наверное, голы, которые были забиты. Мне очень нравится гол, который мы забили Абердину, и который мы забили клубу из Голландии Ахмар, да. Потому что было весело, когда мы приехали играть с Ахмаром, и когда там поднимаешься на трибуну, где на вип-трибуну их, где сидят руководители, и вот ты когда по лестнице поднимаешься, и у них в коридоре висят футболки команд, которых они обыграли. И когда я поднимался, я смотрю, прямо вот передо мной висит футболка команды Ордабасы, которая Ахмар их обыграл 3-0. Я еще про себя подумал, наверное, они специально повешали. Когда матч мы их выиграли, закончился, я им сказал, поменяйте футболку эту, говорю, повешайте, что мы вас обыграли. 3 лучших игрока Кайрата с 2012 года. Ну, это Аршавин, Тимощук, Вагнер Лав. Самая противная, неприятная вам вещь в казахстанском футболе? Вранье. Самый грустный момент, который вы пережили в Кайрате? Грустно. Это, наверное, когда команда проигрывает. Каждый раз? Ну да. Когда вы гордились казахстанским футболом? Когда команда обыграла сборную Дании, да, на Астана-арене. Решение, о котором вы пожалели? Не знаю, если это говорить про футбол, не знаю. Наверное, ошибок много было. Их достаточно, наверное. Не знаю. Такое кого-то выделять, что... Ну, не знаю. У вас есть предматчевый или победный ритуал? Нет. Если бы вы играли в футбол, какой номер взяли бы на футболку? 4. Почему? У меня 4 детей. Самый недооцененный игрок Кайрата? Сейчас. Из того состава, который есть. В принципе. Ну, я могу сказать, из наших воспитанников недооцененный, наверное, это наш вратарь Усименко. И, наверное, Швырев Слава. Самая сильная речь или фраза, которую вы слышали от тренера? Мы Кайрат, мы играем дома. Там сидят болельщики, ваши родные, близкие, жены, дети, которые болеют за вас. Что вас не устраивает в нынешнем Кайрате? Меня все устраивает. Если бы не были владельцем клуба, кем хотели бы работать в футболе? В футболе? Почему в футболе? Игроком хотел бы быть. Игроком? Да, потому что на стадионе все, кто сидят, это же все чемпионы мира, понимаешь? Все знают футбол лучше игроков на поле. Чему вы научились у футболистов? Дисциплине, наверное. Кто из игроков был самым острым на язык? Ну, Аршавин, он, в принципе, не с какими-то там вот претензиями, а с точки зрения именно вот отношений к футболу. То есть он не имел в виду там каких-то вещей, связанных со мной, он имел в виду отношения именно футбола всего. Также Сидахмед и Исламхан. Что должно случиться, чтобы вы поняли, теперь можно и отдохнуть от футбола? Покой нам только снится.